Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о Грузии, хотя меня частенько упрекают в том, что мы этой теме уделяем слишком много внимания, но тем не менее есть грузино-абхазский конфликт. Грузия наш сосед, которого не отменишь. И в любом случае в это наше время неспокойное в мире. Так или иначе мы эту тему будем затрагивать и будем говорить об этом, даже если вам это очень не нравится, тем не менее это, мне кажется, очень важным. Естественно, я буду говорить с нашим постоянным политическим экспертом Астамуром Тане. Астамур, добрый день. Ну, я обратил внимание, это не только я обратил внимание, вот последние даже 3 года, может быть, 3 не тянет, но очень такое массированное, такое информационное, такое в абхазском направлении, да, то есть вот был период, когда после войны, после 2008 года, да, когда вроде бы такая наступила некая стагнация, грузинское общество, оно как-то по инерции вспоминало абхазскую тему. Сейчас вот эта тема получила дополнительный какой-то импульс. Да, то есть вот в соцсетях это особенно заметно, когда даже на страницы людей, которых даже не имеют друзей грузин, да, вот такая массовая атака, да, грузинских троллей или кого-то, я не знаю, где Грузия это Абхазия, Абхазия это Грузия, обсуется и так далее. То есть вот такое агрессивное весьма такое поведение в отношении Абхазии и вообще будущего в грузино-абхазских отношениях, то есть которое заметно отличается от того, что было несколько лет назад. Вот чем ты, наверняка и ты это замечаешь, да, и чем вот это все обусловлено, как по твоему мнению? Конечно, это обусловлено историей, прежде всего. Историей формирования грузинской нации. Это процесс относительно недавний, который происходил в конце 19-го, начало 20 века. Вот. Тогда перед лидерами грузинского национального движения стояла задача сформировать грузинскую политическую нацию из разных субэтнических групп, а порой из разных этносов, пусть родственных, таких как мигрелы, сваны, сформировать грузинскую политическую нацию. Кстати, частью этого проекта была идея включения в грузинскую политическую нацию и абхазов тоже. Но нужно понимать, что нация же не всегда предполагает даже общеэтническое происхождение. Это более высокая степень консолидации общества на более высоких, развитых идеологических основаниях, экономических и так далее. Вот. Условия для формирования наций на Кавказе, они появились как раз в этот период, в 19-20 веке. Это в первую очередь касается и Грузии. Это не только на Кавказе было? Да, но в Европе тоже процессы незадолго до этого происходили в некоторых странах. Вообще начался процесс в 17 веке формирования наций, то есть с развитием капитализма, но мы не будем в это углубляться. Вот. Конечно, на этой стадии, на стадии формирования нации, идет формирование национальной мифологии. И высокий очень градус национализма. Вот. Сейчас, кстати, в наших тоже пабликах пишут, что мигрелы это не грузины. Мне кажется, это бесплодный разговор. Да, у мигрелы в языковом отношении очень далеки от восточных грузин, это отдельный этнос. Но процесс их инкорпорации в грузинскую нацию, он завершен. Поэтому убеждать их в том, что они не грузины, совершенно лишено всякого смысла. Вот. Естественно, ты имеешь в виду не часть грузинского проекта? Да, они себя так и ощущают. То есть это их дело, какой нации принадлежат. Конечно, было время, когда с мигрельским национальным, этническим даже самосознанием активно боролись.
запрещали издание этих книг, газет и так далее. Были такие попытки, кстати. Вот. Все они были пресечены. Были попытки реинкарнации. Да, эти попытки были пресечены, и этот процесс консолидации грузинской нации завершен. Естественно, им не удалось в этом смысле то же самое провернуть с абхазами. Вот. И вот на этой стадии, эта стадия формирования нации, она характеризуется высоким градусом национализма. Кстати, даже вот это первое независимое грузинское государство, которое образовалось после развала Российской империи, вот, все наблюдатели иностранные, они характеризовали его как шовинистическое. И это уже вот этот вот шовинизм, который тогда использовался для создания грузинской нации в пределах границ некоего грузинского царства, вот, он остался, к сожалению, паттерном, таким устойчивым в грузинском массовом сознании. Вот. Грузины, конечно, культурный, выдающийся народ, очень обаятельный, очень успешно умеют синтезировать достижения культур разных народов. Это говорит о высоком творческом потенциале. Но их коллективное самосознание отравлено ядом шовинизма. Вот. Бывали периоды, когда эта базовая идеология, она подавлялась. Вот, например, в советский период, как тогда говорили, с буржуазным национализмом боролись. Вот тогда так называют, буржуазный национализм. Преследовали, репрессировали и так далее. Загоняли это, что называется, под пол, эти настроения. И официальной идеологией была коммунизм. Как только коммунизм рухнул в руках грузинского... идеология. Да, коммунистическая идеология как рухнула, в руках грузинского общества оказалось единственное знамя, это знамя национализма. Потом был вот тот период, о котором ты говоришь. Попытки интеграции Грузии в европейские структуры. Политические, экономические, военные. Вот. Ну, мы видим, что это не привело к результатам не только из-за того, что был какой-то тяжелый внешний контекст, кто-то извне препятствовал. Вот. А потому что само грузинское общество, оно по своим параметрам, ну, мягко говоря, не совсем европейское. Более того, что происходит? Мы видим, что в результате вот этой интеграции значительная часть активных в сфере экономики, творчества людей, они вообще покидают Грузию. Значит, для них это и уезжают в Европу. Значит, для них это не совсем комфортная среда, нынешняя Грузия. И сейчас мы наблюдаем разочарование в либеральной идее, и опять в руках грузинского общества, ну, из-за того, что образовался вот этот вот идеологический вакуум, осталось опять вот это вот знамя национализма. И они отсюда, я прошу, закончу вот это, вот, они возвращаются вот к прежнему своему состоянию. Никакой оценки того, что прошлые беды и неудачи Грузии, нынешние и, возможно, будущие, они связаны именно вот с таким отношением и внутри Грузии, и вовне, вот что с этим эти проблемы связаны. Ведь никакого бы конфликта грузино-абхазского, грузино-осетинского. Мы знаем, что очень напряженные отношения с армянами. Вот. Непростые отношения с азербайджанцами. Это все следствие именно таких подходов. Потому что сейчас пытаются сказать, что кто-то извне все время что-то провоцировал, но сюда въехали грузинские танки. И у них была очень простая задача, она изначально была заявлена. Это ликвидация абхазских национальных институтов. То есть ликвидация абхазской нации. Они с нами еще готовы были мириться в качестве этноса, вот, но как самостоятельным именно национальным проектом, и до сих пор не хотят смириться.
что абхазцы – это нация. Мы прошли это тоже путь национальной консолидации, это для нас пройдено, мы уже не можем существовать вне какой-то формы, кроме как национально-государственной. Вот. Это осознание в грузинское общество, к сожалению, никак не придет. Поэтому мы будем опять наблюдать, будут опять и Ингороква, и всякий этот лженаучный бред, агрессивные всякие выпады. Это мы все будем наблюдать. С этим надо работать. Я думаю, что с этим должны работать и абхазы, и грузины. Грузины в этом не меньше заинтересованы. Ну, я вот сейчас в развитии этой темы. Ну, я уже говорил о том, что вот это 2-3 года наблюдается последнее, и оно как-то совпадает с тем, что если там, начиная там с начала 90-х, когда была некая цель грузинского общества, нового грузинского государства, как бы она видела себя там Швейцарии, новой Швейцарии Южного Кавказа, да, то есть оно там при Саакашвили Грузию называли там маяком демократии и так далее, то есть откровенный такой путь на Запад, в Евросоюз и так далее. Сейчас вот последние 2-3 года уже как бы откровенный такой разворот на 180 градусов и как бы отказ. Это даже не Европа, а Евросоюз отказывался. Такое чувство было, что сама власть грузинская отказывалась от вот этого европейского пути развития Грузии. И, соответственно, ну, когда столько лет, 30 лет, да, ты находишься, страна находится в одних идеологических рамках, и ты как бы лишаешь этих идеологических, этого маяка, этого пути, стремления, к чему ты идешь, да, страну, грузинское общество и так далее, ты должен какую-то альтернативу предоставить. Но в силу того, что параллельно с вот этим путем в Европу так или иначе всегда существовало возвратим, да, Абхазию, то есть восстановим территориальную целостность, но сейчас, мне кажется, грузинская мечта и те идеологические институты, которые находятся в этой организации, отвечают за выработку каких-то идейных платформ, они поняли, они не нашли ничего лучшего, как бы опять вернуться к тому, что есть, да, то есть был европейский путь и восстановим территориальную целостность, а сейчас европейского пути нет по разным причинам, да, но есть вот как бы осталась вот эта тема, которую можно вот по остаточному принципу развернуть. Мы должны прогнозировать. Я пока не вижу, что грузинские власти, они являются проводниками этой идеологии. Я говорю, это ситуация гораздо глубже. Это старые паттерны в сознании. Нет, это понятно. И нам нужно понимать следующее, что любые кризисы, которые возможны в Грузии, политические, экономические, вот эти разрозненные политические силы могут попытаться объединить на теме антиабхазской, антиосетинской, так называемое восстановление этой целостности. Вот, да. При этом никто не говорит, что это восстановление целостности, оно должно осуществиться путем уничтожения абхазского народа. Хотя скоро перестанут это скрывать. Вот. То есть вот такие задачи, то есть может появиться соблазн у каких-то политических деятелей для консолидации грузинского общества найти какие-то общие точки соприкосновения. Я думаю, что будет велик соблазн выбрать эти точки соприкосновения. Хотя это будет и катастрофа. Я понимаю, что и для нас это будет катастрофические последствия может иметь. Но и для Грузии это может иметь катастрофические. Потому что вода не возвращается в одно русло. В одну воду вступить 2 раза невозможно. У Грузии и контекст не тот, и демографическая ситуация не та. Вот мы странно наблюдаем, что вот население Грузии примерно в 1,5 раза уменьшилось с момента развала Советского Союза. А
почему-то количество беженцев все время называется 300 тысяч, 400 тысяч. Вообще, довольно циничное отношение к этим людям, надо признать. Потому что я хочу напомнить, что когда состоялся вот этот исход массовых беженцев, абхазская сторона подписала с грузинской стороной соглашение о их возвращении. Даже вот это жилье, которое вынуждены люди были занять, его не оформляли, выдавали временный ордер. Была разработана процедура поэтапного возвращения беженцев. Там было записано, что они должны будут признавать нашу конституцию, наше законодательство, что лица, которые совершали военные преступления, состоят в вооруженных формированиях, Не имеют права. они могут подвергаться уголовному преследованию на территории Абхазии. Составлялись соответствующие карточки. Там по этой процедуре в месяц должно было возвращаться более 1000 человек. Вот. Тогда грузинские власти заявили, что нет, этого недостаточно. Так уйдет на процесс возвращения у нас 10, а то и больше лет. Нужно обеспечить массовое возвращение. Даже беженцев, которые вернулись просто в одностороннем порядке сами на территорию Абхазии, их отказывались регистрировать, между прочим. Грузинская сторона запрещала международным организациям их регистрировать. Для чего? Им нужен был фактор беженцев, поэтому, кстати, не особо заботились об их расселении на территории Грузии. Им нужен был фактор беженцев для того, чтобы решать другие вопросы. То есть там территориальная целостность и так далее. Я, кстати, напомню. То есть они к нему не подходили как к гуманитарному вопросу. Я сейчас вспомнил, если ты помнишь, в 1999 году, 1 марта, как сегодня помню, президент Владислав Ардзин объявил об одностороннем возвращении грузинских беженцев в Гальский район. Да. В Гальский район, и потом, так или иначе, там в этот день они, конечно, не стали возвращаться, но в последующем это был сигнал, и люди стали возвращаться. На нашу территорию тогда вернулось более 40 тысяч. Да, более 40 тысяч, а Верховное управление по комиссариат по делам не признавало их возвращение. И у них официально числилось несколько сотен, кажется. Да, то есть у них официально числились те, кто на начальном этапе по согласованной процедуре был зарегистрирован. Да. А потом эту же процедуру регистрации грузинская сторона она сорвала. И всегда не училась в Абхазии. Грузин жило 240 тысяч накануне войны. Но у нас к концу 90-х, начало 2000-х годов более 60 тысяч грузин проживало. Да. Откуда 300 тысяч они считают, я не могу понять. В какой-то период Саакашвили говорил даже о полумиллионах. Кстати, никто не вспоминает о нескольких десятках тысячах осетин, которые были изгнаны с территории Грузии. Вот. Вообще, знаешь, исторически тоже, если посмотреть, как можно, такая метафоричная история иногда бывает. Династия грузинских царей по происхождению армянская, права на большую территорию Грузии получила благодаря браку с абхазской царской семьей. А после царицы Тамары это вообще осетинская династия. Потому что муж царицы Тамары был Давид Сослан. А сын, кстати, носил абхазское второе имя. Вот до сих пор никак не удалось грузинским историкам с грузинского языка перевести имя Лаша. Вот. Занимаются поиском каких-то мифических абхазов. Вот удивительно получается, что вот Грузия разделена на достаточно такие со своими границами регионы, где есть какие-то субэтнические свои группы, этнические группы. А в Абхазии, вот коренное, как они говорят, это грузины, коренное население, но почему-то оно представлено рачинцами, кахетинцами, мигрелами, сванами, и они все коренные. Как это вот таким образом получилось? На отдельно взятой территории Абхазии. И топонимы также грузины. А Джорджия происходит, и Грузия происходит от тюркского. Как получается, что вот это вот исконное население,
Вот. Они все представлены различными грузинскими субэтническими группами, которые иногда друг с другом даже не граничат. Но в Абхазии они все коренные. Абхазы не коренные, пришлые, какие-то абсуйцы, да. А это коренное население. И топонимы тоже. Вот читаешь, смотришь на территорию Абхазии, и грузинские топонимы они находят, и сванские, и мигрельские, все находят, кроме абхазских. Вот. Удивительное вообще место Абхазии. Да, такое. Да, нужно отдельно создать какую-то этнографическую комиссию международную, изучить этот феномен. Вот. Еще раз говорю, все проблемы, которые существуют между абхазским народом и грузинским, они не на бытовом уровне. На бытовом уровне у нас все было хорошо. У нас очень много схожих обычаев, у нас очень были тесные отношения, дружеские, родственные, какие угодно. Но когда заходила речь об истории или о чем-то в этом духе, начинались очень острые противоречия. Не надо этой темой использовать историю для формирования образа врага. Историей должны заниматься историки. Возвращаясь к продолжению, точнее, этой темы, в Грузии недавно умер католикос Илья II, и вот сейчас совсем недавно на его место избран новый патриарх Шио. Понятно, там фигура католикоса Ильи, она была, авторитет в грузинском обществе такой запредельный был. В абхазском обществе, соответственно, этого не скажешь, то есть он со знаком минус был, но тем не менее для грузин это была фигура номер один. И, соответственно, сейчас я в процессе избрания, и обсуждения новой фигуры католикоса, и чувствовала, что примеряют нас, смотрят на наследника глазами человека, который должен фигурально заменить Илью II, в том числе и в плане ожиданий. Да. И очень много всяких дискуссий было, и после избрания Шио, и я прочел интервью, большое интервью Арчила Сихарулидзе, у которого взяла это интервью Анастасия Каскелова, российский журналист, очень такой ведливый, качественный российский журналист. И у меня такое ощущение, как будто меня окунули, в конец 80-х, 90-х годов в отношении, допустим, грузино-абхазских отношений. То есть такие вещи, когда мы вернемся, это чтобы подавить абхазов, надо абхазов. Они слишком компактно проживают, расселить, рассеять по всей Грузии или по миру. Что касается воспитания священнослужителей абхазских, которые образование получают в духовных семинариях России, там обязательно надо с условием, чтобы к ним приставят грузинских священников, чтобы они под контролем был этот образовательный процесс. Да. То есть, такие вещи, которые, это такой конец 80-х, когда, знаешь, Это, конечно, связано с этим, но там есть и новые нотки. Новые нотки, а это не совсем новые нотки, это нотки, которые ведут 20 век, столетней давности, 20-30-е годы, так попахивало неким фашизмом, знаешь. Да, вот именно это. Да, и то есть такое абсолютное пренебрежение абхазами, на абхазов смотрят как исключительно на проблему, которую нужно просто растворить, не решить проблемы, да. Не договориться о чем-то, а просто... С абхазами же можно не разговаривать. Да, не разговаривать, просто растворить их. Да. Как будто бы ты их в кислоту должен бросить, и они должны раствориться в этом. То есть... Еще ожидания такие, что сейчас
Россия как-то изменится, ее положение в регионе, этим можно воспользоваться. Вот постоянно этот лейтмотив. Ну, я вот хотел бы вот вернуться вот к... Или она сама что-то, Да. или у нее такие будут проблемы, что она вынуждена будет оставить. Вот эти ожидания тоже все время вот очень прозрачны. Но я бы хотел вот в отношении паблика. России, в отношении российских иллюзий, вот 2 года назад, ровно в это время, в мае месяце, была иллюзия о том, что, ну, по крайней мере, мне показалось, и это, кажется, не только мне показалось 2 года назад, что грузинское правительство лелеяло надежду о том, что, ну, имея какие-то явно неформальные какие-то контакты с Москвой, о том, что Грузия, Россия, Москва преподнесет Абхазию Грузии, вернет Абхазию Грузии там вот под каким-то соусом в обмен на то, что Грузия свернет с этого европейского пути. Ну, то есть вот такого рода иллюзии были там в рамках типа конфедерации, что-то вот такое было. Это с тобой не раз обсуждали. Да, не раз обсуждали, но была иллюзия, что вот Москва что-то им вот вернет. Но кто-то что-то все время должен вернуть. Но потом впоследствии... Или Россия, или Запад, или... И тогда, кстати, риторика в отношении абхазов была совершенно другой. То есть это были мы братья. И в тот период никакие мы абсуйцы не были. Вот я вот обратил внимание. То есть мы не были. Не, ну вот в этой среде, в таких пабликах, комментариях мы всегда абсуйцы. Нет. Вот тогда это было минимизировано. То есть, может быть, какие-то там не очень контролируемые там выскакивали, но общий лейтмотив отношения к абхазам — это наши братья, мы должны были помириться. То есть вот какой-то у них такое как бы убаюкивающая риторика была. Но потом, когда вот эта иллюзия, она стала более-менее реальной, и там как бы грузинская мечта поняла, что мечта вернуть Абхазию как бы это иллюзия, что никакая Москва Абхазию не подарит грузинам. Но вот пошла вот это нагнетание, абсуйцы и так далее. Это не, я пока не вижу, что это от правительства проистекает. Ну, ты знаешь, все-таки от правительства тоже уже очень часто звучит вот это оккупированные территории, пока они нас не вернут, пока нам не вернут и так далее. То есть это тоже звучит. Но с другой стороны, мне кажется, сейчас вот как бы в отношении России как бы другой аспект, то есть в другом фокусе Россия рассматривается. Если в первом варианте 2 года назад рассматривался вариант «мы с Россией помиримся» и Россия нам вернет Абхазию, то сейчас нет иллюзий того, что Россия в здравом уме что-то кому-то вернет и подарит, и решит там абхазский вопрос. Есть иллюзия того, что Россия развалится, и мы потом с абхазцами сами разберемся. То есть вот такое прочтение, ну, по крайней мере, я вижу вот это вот в социальные сети ты заходишь, и ты вот это вот как бы наблюдаешь. Да, это такие настроения существуют, это потому что, к сожалению, грузинская политическая элита, она не формирует картинку светлого, счастливого будущего. Светлое, счастливое будущее – это для грузинской политической элиты это выдуманное прошлое. Вот. Отсюда это проистекает. При этом никак не оценивается. Ну, во-первых, допустим, сам факт присутствия России, своим фактом просто присутствия на Кавказе, Россия создает безопасность для Грузии. Какие бы у них ни были отношения, просто по не особой какой-то любви Грузии или даже желания и обеспечить ее безопасность, это так складывается ситуация. Потому что это игрок с разными внутренними, внешними интересами, один из крупных игроков региональных. Вот. Если представить, что его выдернуть даже на какое-то время, ситуация может не обязательно развернуться в пользу Грузии.
Это там, наверное, об этом мало задумываются. Даже при том сценарии, который они считают удобным для себя. Да. Другой момент. Демографическая ситуация изменилась. Грузины в свое время, когда здесь значительное было грузинское население, они тогда не способны оказались к диалогу. Вот. Сейчас демографическая ситуация, экономическая ситуация, все изменилось, люди поменялись. Проблема с заселением даже собственной территории Грузии существует. Там они испытывают очень серьезное демографическое давление. Разные факторы, тюркский фактор будет на территории Грузии расти, ну, по объективным причинам. Еще раз я уже говорил, что наиболее активные слои грузинского общества имеют возможность покидать Грузию, этот процесс массовый характер носит. Динамика населения, она отрицательная, даже, вот, кстати, новый патриарх об этом говорил. Вот. Так что мне кажется, что задача грузинской политической элиты, конечно, не мне им советовать, они должны объективно оценивать окружающий их мир, свои возможности и искать пути мирного сосуществования с соседями. Для этого придется сделать и идеологические выводы, потому что это же не только абхазов касается, это напрямую армян касается, например. Потому что попытка вычеркнуть армян, роль армян в становлении грузинской государственности мы наблюдаем. Какую роль армяне сыграли в формировании даже грузинской городской культуры. Тифлис, он во многом был армянским городом. Вот. То есть нельзя создавать... Грузия – это очень хрупкое государственное образование. И внутри общественный консенсус очень хрупкий. Если это общество не сделает следующий шаг от шовинизма к формированию каких-то более трезвых взглядов, не перевернут эту страницу, вот, не будут формировать более трезвый, эмоциональный даже трезвый настрой, вот, к окружающему миру, будут проблемы, и у нас, естественно, будут проблемы. Мы должны понимать, что мы можем в любой момент ожидать всяких неприятностей с этой стороны. Это наша... Кстати, вот ты вспомнил Сихарулидзе, это интервью. Сейчас будут говорить, что оно не репрезентативно, но я считаю, что оно репрезентативно, потому что никто не возражает. Это раз. Два, это хорошо, что такие интервью появляются, потому что у нас будет более трезвый взгляд, понимание того, что происходит у наших соседей. Вот. Мы должны тоже оценивать реалистично ситуацию в Грузии. Вот. Конечно, картина пока выглядит не очень радостной, но мне кажется, что трезвые политические лидеры, политические элиты обоих народов, они должны работать с этой реальностью в направлении разрядки, снятия вот этих вот раздражающих факторов. Потому что, ты справедливо сказал, соседство наше никуда не денется, его не отменишь. С соседями лучше иметь хорошие, добрые, доверительные отношения. Вот. Тем более у нас примеры таких отношений между абхазами и грузинами, исторических, очень много. Хоть они и отрицают за нами право называться самими собой, но если они изучат внимательно собственную историю, они увидят, что у нас вот этот конфликтные отношения, они охватывают период от последних чуть больше 100 лет. Напрямую связано вот с этим процессом формирования наций. И в Грузии, и в Абхазии тоже. Вот. То есть надо и научная среда, вот, кстати, к сожалению, вот, на интеллигенции, на ученых большая ответственность тоже лежит. Они же не должны потакать, что называется, настроением толпы. Они должны находить мужество в себе говорить какие-то вещи, которые настроят общество
на рациональной модели поведения. Ну вот церковь тоже, ты вспомнил? Сейчас я, извини, что затянул свой спич. Да нет, ты говори. Вот, вот грузинская церковь, вот есть такой расхожий клише. Церковь-мать, говорят, да? Для абхазов грузинская церковь никогда не была матерью, она была мачехой. Вот, потому что она выступала не с христианских позиций, потому что, а именно с... То есть эта церковь, она себя позиционировала, сейчас позиционирует, как церковь-мать для грузин. Ну, абхазский католикосад Да, был. да, это, кстати, никакого отношения к тбилисскому он не имел. И во времена Сталина уже... Да. Но это другая, это все пройденный этап. Но вот был период, ну, же никто же, была Абхазская ССР, была церковь, во главе тогда митрополит был, Илья II даже, кстати, долго был на территории Абхазии митрополитом, да. В 70-е годы. Но такое впечатление, как будто эта церковь была заинтересована, чтобы в Абхазии христианство не распространялось, чтобы можно было где-то с трибуны говорить, что абхазцы – это язычники, мусульмане. Вот мы помним, что даже с трибуны ООН говорили тогда. Вот. То есть не было никакого братской любви, христианской любви. Вот. Хочется надеяться, что... Я понимаю, что заслуги Ильи II для грузин, они велики, к нам это никакого отношения не имеет, у нас другая совершенно оценка. Вот хочется надеяться, что, ну, судя по тому, что ты смотришь, приятное впечатление производит новый католикос, что он будет действовать не в русле уже проторенном, вот, а попытается все-таки... говорить, я ни разу, кстати, не слышал, грузинская церковь говорила о примирении, что это наше, вот, о братстве, о наших каких-то общих вещах, как о гуманизме. Ничего такого мы не слышали. Вот, вот хочется надеяться, что такую роль, все-таки христианскую роль, эта церковь будет играть. Иначе... Ну а зачем такая организация? Ну это просто будет политический институт. И он выдохнется. Постепенно, когда вот это, рано или поздно такая мифология экзальтированная, она выдыхается. Вместе с ней выдохнется и церковь. Поэтому церковь должна быть выше всего этого. Помнить о том, что говорил основоположник. Вот. Больше. Ты сейчас на какого основоположника? Я говорю про Христа. Да, что он говорил. Да, а не Ной Жордания. Так, мы все-таки будем закругляться. Мы сегодня говорили о Грузии. Я думаю, мы еще будем говорить. Время такое неспокойное. Я прощаюсь с вами. Напомню, что сегодня у нас в гостях был наш постоянный политический обозреватель Астамур Таня. Астамур, большое тебе спасибо. И вам спасибо. Всем хорошего настроения и долгожданного лета. Знаете, как-то уже мы соскучились по теплу. До новых встреч. До новых встреч.